Это чревато необратимыми последствиями. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власть своими законами испортила жизнь молодому поколению. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Эксперт Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана подверг критике новую редакцию закона о воинской обязанности и военной службе, заявив, что он может иметь непредсказуемые и катастрофические последствия для сферы образования и науки. Рахмон резко раскритиковал и выразил крайнее недовольство его уровнем. Эксперт опирается при этом на значительное сокращение количества студентов и магистров, поступивших в бакалавриат и в магистратуру в этом году. Представители Министерства обороны опровергли обвинения, заявив, что военная служба не является препятствием для получения университетского образования. Новая редакция закона о воинской обязанности и военной службе была принята в начале 2021 года. Главные поправки заключались в том, что слушатели магистратуры и докторантуры были лишены права на отсрочку службы в армии, а студенты, которые ранее получали военные билеты после окончания военных кафедр в вузах, теперь обязаны прослужить в армии 1 год. Профессор Абдурахмон Курбонов, начальник управления анализа по социальным вопросам ЦСИ, сказал на семинаре в Душанбе 29 октября, что число абитуриентов в этом году пошло на спад и составило всего 61,5% от плана, что на 16,4% меньше, чем в прошлом году. По его словам, в вузы должны были поступить более 86 тысяч человек, но лишь около 65 тысяч из них сдали экзамены Национального центра тестирования, и в свою очередь из этих поступивших около 12 тысяч в сентябре не явились на занятия. Сотрудник Центра стратегических исследований рассматривает сокращение количества студентов как одно из последствий действий новой редакции закона о воинской обязанности. Принятие этого закона оказало негативное влияние на вузовскую систему и научно-исследовательских институтов. Прежде всего, с принятием этого закона снизился уровень престижа высшего образования, снизилось желание молодежи учиться в этих вузах. Второй момент, который отметил Курбонов, состоит в том, что после принятия нового закона количество слушателей магистратуры и докторантуры значительно сократилось. По этой причине, по его словам, ни один вуз страны в этом году не смог выполнить план приема в магистратуру. Откуда мы можем воспитать хороших специалистов? Мы сами себя обманываем. Всегда количество. Выдаем только бумажку, диплом. В голове ничего нет. Мы должны отказаться от такой методики преподавания. Как вы относитесь к таким заявлениям? Ведь действительно, многие молодые люди, которые и хотели бы получить высшее образование, не смогут это сделать. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Новый закон о воинской обязанности уже подвергался критике со стороны правозащитников. Но сейчас это один из немногих случаев, когда официальное лицо раскритиковало этот закон. Представители Минобороны в ответ на критику заявили, что новый закон отвечает современным условиям. 29 декабря пресс-секретарь Министерства обороны Фаридун Махмадалиев заявил, что обязательная воинская служба будет полезна для тех, кто учится в магистратуре и докторантуре. Я думаю, что любому, кто хочет учиться и защитить затем свою диссертацию, не помешает его воинская обязанность и готовность исполнить свой воинский долг. По словам правозащитников, они также призвали пересмотреть некоторые положения новой редакции закона о воинской обязанности и военной службе. Дилраба Самадова, глава неправительственной организации «Офис гражданских свобод», которая занимается защитой прав солдат и призывников, сказала, что власти ответили, что им нужно для этого сначала посмотреть, как на практике сработает закон. По словам Самадовой, их опасения, особенно по части привлечения к службе слушателей магистратуры и докторантуры, были действительно не напрасны. Слушатели магистратуры или докторантуры прервали свою учебу и были отправлены в армию. Если исследователь уже начал свою научную деятельность, его работа за год потеряет свою актуальность. Научная работа такова, что над ней нужно работать постоянно, и поэтому тех, кто занимается научной работой, не следует мобилизовать в армию, подчеркнула Самадова. Однако Фаридун Махмадалиев, пресс-секретарь Министерства обороны, сказал, что нужны годы, чтобы понять, нужно ли вносить поправки в закон, и пока власти не спешат менять способ проведения призывной кампании. Эксперт Центра стратегических исследований Абдурахмон Курбонов говорит, что катастрофические последствия такого безразличного подхода к науке и образованию не будут, конечно, очевидны моментально. Они будут заметны только после смены одного поколения другим, и тогда уже заменить эту тенденцию будет совершенно невозможно. А как вы относитесь
относитесь к тому, что Рахмон в своем послании критиковал уровень образования в Таджикистане и тем самым законами делает все, чтобы этот уровень падал? Мы должны отказаться от такой методики преподавания. Надо провести реформу. Предлагаю закрепить законом, чтобы через 10 лет чиновников, депутатов и всех госслужащих принимали на работу при условии знания как минимум 2 языков. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.